Добрый день! Мы представляем вам использование возможностей ресурсных центров по организации образовательного процесса в условиях социального дистанцирования. Ресурсный центр китайского языка и культуры дает широкую возможность использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. Все материалы могут быть интегрированы в различные этапы урока и также использованы как учащимися самостоятельно, так и вместе с учителем. На сайте ресурсного центра переходим на вкладку «Блог наставника китайской мовы». Для оптимизации работы все материалы разделены по классам. Платформа Learning Apps позволяет создавать различного вида упражнения для разных этапов урока. Подобное задание можно использовать для закрепления лексического материала или повторения ранее изученного лексического материала. Данную платформу можно использовать для разработки заданий другого типа, направленных на закрепление грамматического материала и проверки усвоения иероглифов. Следующая платформа Online TestPad. Это система для создания тестов, опросников и кроссвордов. В обучении эффективно применяется для повторения выученного материала, закрепления лексических и грамматических конструкций, а также для проверки знаний. В отличие от Learning Apps, данная платформа позволяет оценивать работу учащихся. Отличительными особенностями данной системы являются 14 типов вопросов для теста, гибкая настройка по параметрам, установка ограничения на прохождение по IP, а также статистика ответов на каждый вопрос в табличном и графическом представлении. Сервис Linoid позволяет осуществлять обратную связь с учащимися. Linoid – это виртуальная доска совместного использования. Все объекты, размещенные на этой доске, могут редактировать не только ее создатели. Если необходимо, то вы можете предоставить доступ к доске всем, кому пожелаете, и работать коллективно. Linoid выполняет роль онлайн-доски, с помощью которой создаются холсты или полотна, на которые крепятся листы-стикеры. Существует возможность не только размещения изображений, видеофрагментов, документов различного формата, но и обмен ими. На сервисе Linoid можно прикреплять ссылки, прикреплять тексты, например, для изучения, прикреплять тесты, указывать алгоритм работы, прикреплять фотографии, рисунки, таблицы и видео. С помощью сервиса Linoid можно организовать выполнение учащимися проектных работ, которые они смогут прикрепить на доску сами. Следующая платформа называется Kahoot. Она используется для обучения в игровой форме. Сервис позволяет создавать викторины, тесты и дидактические игры. Для игры понадобится одно основное устройство и устройство для каждого учащегося. Это могут быть смартфоны либо ноутбуки. Как работает Kahoot? Учитель создает опрос, викторину, задание или тесты на сайте. Когда он приходит в аудиторию, то открывает сайт и выбирает то задание, которое он создал для своих учащихся. Учащиеся в классе используют свои смартфоны или планшеты в качестве пульта для ответов. При этом во время игры учащийся может находиться не только в классе, но и дома. Данная платформа воспринимается учащимися не столько как элемент обучения, а скорее как игровой элемент во время образовательного процесса. Поэтому подобные упражнения могут быть использованы для снятия утомления и повышения работоспособности учащихся. Спасибо за внимание!